Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 25 по 31 июля. Мы посмотрим на цыганском пасьянсе, какими же будут события для вас в этот промежуток времени. Итак, водолеи. Прогноз с 25 по 31 июля. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента. Также, если заметите совпадения, а я их не замечу, конечно же, пишите мне в комментариях. Я отвечу и напишу, что же это может означать. Так, водолеи с 25 по 31 июля. Так, ну что, поехали. Мгм. Так, так. Есть у нас совпадение. Удача в чем-то. То есть где-то уже на второй день с недели, да, будет какая-то удача. Может быть поездка, командировка, временно куда-то поехать, либо провожать кого-то будете. Провожать куда-то. Так, дальше. Может быть какое-то предложение, но предложение достаточно обманчивое, скользкое. Главное не попасться на крючок. Так, может быть свидание, встреча какая-то. Это может быть либо встреча
в деловых отношениях, либо свидание вот, эм, либо просто свидание, да, просто обычное отношение вот между людьми. Так, давайте-ка еще смотреть события, что-то маловато. Так, так, так. Смотрим горизонтали, вертикали, как всегда. Горизонтали. И вертикали давайте-ка смотреть. Так, есть у нас еще встреча, да? Так, давайте-ка еще проверим. Может быть, у нас еще что-то будет. А вот есть у нас вот такая вот еще ситуация. Вот денежки у нас есть. На что-то будут потрачены денежки у нас. Трата денег будет. Так. Так, ну пока больше ничего не вижу, давайте-ка подытожим, да. То есть начало недели может быть начинается у нас с встречи и какая-то поездка, удачная вполне возможно, поездка или командировка. Есть еще ситуация встречи. Кто-то, смотрите, такая ситуация, будто кто-то уезжает, а кто-то встречает, да. Встреча командировочного, да, то есть либо встреча человека, который был в командировке. Удачная встреча, все удачно, хорошо завершилось. То есть у нас ситуация здесь счастья, удачи и радости. Либо просто вот есть такая ситуация, когда кто-то уезжает, его встречают. Ну, в принципе, какая-то удачная командировка, либо отъезд. Но опять-таки это что-то временно. Вот, либо вас встречают из командировки, там, допустим, все рады, счастливы, удачно все завершилось. Есть еще ситуация какого-то обмана при встрече, обмана касаемо денег. Есть ситуация, может быть, кто-то вам не хочет вернуть деньги, либо кто-то не вернет, потому что здесь трата денег. Ну вот здесь нужно быть вот осторожным. Если вам кто-то предложит куда-то вложить деньги, будет какая-то встреча вот такая вот, то не стоит этого делать. Это может быть обман, вы можете потерять деньги. Ну, есть встреча, свидание, может это касаться, ну, встреча в бизнесе, может быть, или встреча в отношениях как-то, да, может, вы в отношениях там или в паре, да. Но есть ситуация,
какой-то трат, либо вот вы встретились и есть какая-то, потратили на что-то деньги, допустим, трата денег при встрече. Вот встретились и потратили деньги, тоже ситуация может быть. Но есть и какое-то вполне возможно предложение. Главное не попасться на крючок, потому что это какое-то обманчивое предложение, при котором вы можете потерять деньги. Вот, либо, ну вот трата денег здесь есть какая-то. То есть у нас, давайте подытожим, будет встреча, командировка, либо наоборот встреча командировочного, либо кто-то уезжает в командировку, либо встреча по поводу командировки. Ну вот здесь такая ситуация. Либо кто-то уходит, уезжает, встреча, и тут же как встретились, так и уезжает человек. Приехал, уехал. Что-то удачно, либо удачная командировка, либо удачно встретили человека, да, то есть все сошлось. Вы должны были куда-то поехать его встретить, и все сошлось, все удачно было, да. Есть ситуация предложения, но предложение обманчиво, не попасться на крючок. Есть трата денег. Может быть трата денег при свидании. Вот встретитесь с кем-то. Вот в отношениях, если вы только встречаетесь, может быть трата денег. Либо если есть какое-то предложение, но предложение какое-то нехорошее, и тогда вы можете потерять деньги просто. То есть это тут уже как предупреждающая тогда карта. Либо на свидание, либо человек может попросить у вас одолжить денег. И вы не откажете, вы дадите денег. Но это, в принципе, такая есть ситуация, что вам могут их просто не отдать обратно. Вот, не вернуть. Не вернуть. Так, ну вот такая вот ситуация. Либо просто вот на свидание пошли и потратили деньги. Тоже такая ситуация может быть. Или с кем-то встретились, там, с другом или с подругой и потратили тоже деньги. Ну, будет тут какая-то трата денег в конце недели. Вот такой вот для вас расклад, Водолеи. Всем спасибо за внимание, за комментарии, за просмотры, за лайки. Ставьте лайки для обмена энергиями. Всем пока-пока, до новых видео.